А в Московском суде Казани сегодня избрали меру пресечения 57-летнему Владимиру Макарову, обвиняемому в убийстве 36-летнего собутыльника и покушении на убийство младшего брата погибшего. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 февраля. Вы пили в этот день? Немножко, но выпили. Ту кровавую ночь обвиняемый Владимир Макаров вспоминает с трудом. Еще трезвый пришел в гости к двум знакомым. Они братья. В квартиру одного из домов на улице Батаршина. И остался там допоздна. За этой дверью находятся две квартиры. Одна из них принадлежит двум братьям. Именно здесь в ночь с 12 на 13 февраля и произошла трагедия. Выпивали двое родственников, подозреваемый, а также еще один мужчина. Когда последний ненадолго отлучился, оставшиеся собутыльники стали ругаться. И гость схватился за нож. По версии следствия, в ходе ссоры злоумышленник вооружился ножом, после чего нанес им удары в грудь и в шею старшему мужчине. В результате полученных телесных повреждений последний скончался на месте. После этого обвиняемый попытался расправиться с его младшим братом, однако тому была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. 34-летний мужчина сейчас находится в 7-й горбольнице. За его жизнь борются медики. У него не было бы шансов, если бы раненого не обнаружил тот самый 4-й собутыльник, вернувшийся обратно в квартиру. Предполагаемый убийца был на месте и рассказал, что конфликт вспыхнул после того, как его стали выгонять. Я вынужден был защищаться, а дальше я уже находился в состоянии эффекта. Потому что если бы они хотя бы один удар нанесли мне по голове, это было бы все. Сейчас бы я уже перед вами не стоял. Здесь у меня просто кожа обтянута, длина на 5-6 сантиметров. Владимиру Макарову уже предъявили обвинение. К слову, в 2005 году он был уже судим за убийство, 10 лет провел в местах лишения свободы. В 2019 была еще одна судимость, уже за кражу. Макаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренной части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункта А, части 2 статьи 105. Сегодня следователь ходатайствовал на время следствия заключить обвиняемого под стражу. Прокуратура поддержала следствие. Макаров не имеет постоянного места работы, то есть постоянного источника дохода, а также места жительства, что указывает на возможность совершения новых преступлений. Кроме того, Макаров, находясь на свободе, может оказать давление, угрожать или склонять к даче ложных показаний свидетелей, давших в отношении его изобличающие показания, скрыться от предварительного следствия суда. Ни сам подозреваемый, ни его адвокат на другой мере пресечения не настаивали. В итоге суд отправил Владимира Макарова в следственный изолятор на 2 месяца. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это лучше увидеть. Все выпуски «Вызова» на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ.